Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Можно ли считать преступником алкоголь, ведь он так часто звучит в оперативных сводках? Так, очередное распитие закончилось возбуждением уголовного дела. В дежурную часть полиции Мегина Кангаласского Луса обратился врач районной больницы. Он сообщил, что к ним поступила женщина с колото-резанным ранением ноги. Под подозрение попал безработный 46-летний сожитель раненый. Выяснилось, что в тот день у них дома собралась компания и, как водится, выпивала. После того, как гости разошлись, потерпевшая стала высказывать сожителю претензии, что привело к ссоре. Во время конфликта женщина взяла в руки нож и стала угрожать, что нанесет себе увечья. Тогда рассерженный мужчина отобрал у нее нож и сам воплотил ее угрозу, ударив потерпевшую в ногу. Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Теперь сожителей может разлучить не только взаимное недопонимание, но и железные решетки. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Мошенники крайне изобретательны в своих методах. Они изучают свою жертву и играют на ее доверии. Жительница Нерюнгри рассказала полицейским, что стала одной из жертв дистанционных мошенников. Она оставила заявку на получение займа. После этого ей позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и сообщил, что ее заявка на получение 1 миллиона рублей одобрена, и уточнил, что они оформят все документы дистанционно. Чуть позже он вновь перезвонил и сказал, что прежде чем получить деньги, ей необходимо заплатить ежемесячную сумму займа в размере 16 тысяч рублей. После этого мужчина назвал номер счета, на который женщине нужно было перевести эти деньги, что она и сделала. На этом звонки не прекратились. В дальнейшем с потерпевшей связывались специалисты якобы из службы безопасности, отдела логистики и отдела кредитования, которые под различными предлогами, начиная от страхового депозита, заканчивая услугами курьера, который якобы доставит ей банковскую карту, выманивали разные суммы денег. В итоге она не получила миллион, а потеряла 76 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Несмотря на то, что летние деньки закончились и велосипедный сезон подходит к концу, сезон охоты на двухколесный транспорт все еще продолжается. Жертвой угонщиков стал житель Намского района. Подозреваемого в преступлении установили, им оказался 15-летний подросток. Несмотря на свой юный возраст, он уже был ранее судим за кражу. Установлено, что молодой человек заранее приметил велосипед потерпевшего. И в день происшествия подозреваемый зашел в подъезд, где, как он уже знал, находился приглянувшийся ему транспорт. Подойдя ближе, злоумышленник заметил, что велосипед плохо пристегнут закрепляющим устройством. Легко расстегнув крепежный механизм, подросток похитил велотранспорт и скрылся. Он спрятал похищенный велосипед в заброшенном дворе. Свой поступок он объяснил тем, что решил восстановить справедливость. У него в прошлом году был похищен велосипед, и он хотел таким образом снова его вернуть. Бывший директор Кындальской начальной школы детского сада Чурапчинского района обвиняется в присвоении крупной суммы денег. По сообщению прокуратуры, он похитил бюджетные деньги, выделенные на ремонт системы отопления школы. Установлено, что в сентябре 2017 года бывший директор заключил договор по прокладке в образовательном учреждении тепловых сетей на общую сумму более 300 тысяч рублей за счет районного бюджета. Но вместо ремонта школы он направил подрядчика проводить работы по прокладке тепловых сетей на территории частного дома, принадлежащего его матери. Следует отметить, что в ходе следствия обвиняемым причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. Сейчас уголовное дело направили в суд. Законопроект об экстрадиции, вызвавший затянувшиеся протесты в Гонконге, отозван. Об этом в среду сообщила Кэрри Лам, глава административного района Китая. Удержит ли это активистов от новых протестов? Вопрос открытый. За месяц ожесточенных столкновений с полицией у них накопилось немало претензий к властям. Подробности в репортаже Никиты Конева. Власти Гонконга отзывают резонансный законопроект, из-за которого последние несколько месяцев в специальном административном районе Китая продолжаются протесты. Об этом в среду объявила Кэрри Лам. Гонконг и материковый Китай существуют в рамках принципа «одна страна, две системы». Что, среди прочего, означает, между ними нет соглашения об экстрадиции. А этот документ позволял бы правительству города передавать материковому Китаю подозреваемых. Однако правозащитники и активисты уверены, эти меры необходимы, чтобы разбираться с оппозиционерами. Демонстрации и марши идут с марта, и большинство заканчивались ожесточенными стычками с полицией. Лам подчеркнула, агрессивные действия активистов вредят Гонконгу. Жители Гонконга, затянувшееся насилие наносит ущерб самим основам города, потому что небольшая группа людей пытается бросить вызов принципу «одна страна, две системы».
Они вредят собственности центрального правительства, базирующейся в Гонконге, сжигая и повреждая национальные флаги и эмблемы. Эта акция подталкивает нас к крайне опасной ситуации. Казалось бы, новости об отказе от закона должны были обрадовать жителей, но те встретили сообщение со скепсисом. За последние месяцы у них появились новые претензии к руководству, в частности, из-за задержания активистов и чрезмерно жестоких действий полиции. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.